Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Продолжается реализация проекта формирования комфортной городской среды. Общественная комиссия решает, какие территории необходимо благоустраивать в следующем году. Купание в несанкционированных местах – это риск для жизни и здоровья. И интинцев призывают не подвергать себя опасности. В городе нет специально оборудованных пляжей. Спортивные учреждения готовятся к новому сезону. На подведомственных объектах проводятся ремонтные работы. В Республике Коми продолжается режим повышенной готовности. Коронавирус пока не побежден. Более того, он мутирует и очень быстро распространяется. В общественных местах необходимо носить маски, перчатки и соблюдать дистанцию. В Республике Коми ежедневно выявляются около 300 новых случаев заражения ковидом. В борьбе с пандемией специалисты возлагают большие надежды именно на вакцинирование населения. Эпидемиологи считают, что вакцинация – самый эффективный способ защиты от новой коронавирусной инфекции. Специалисты уверены, только коллективный иммунитет позволит победить пандемию COVID-19. Вакцинироваться можно каждые полгода в зависимости от иммунитета. Только определенный уровень антител может защитить от заражения. Если уже вакцинированный человек заболел, сколько раз ему нужно еще прививаться? Тоже существует такое уже понятие, что либо после прививки, либо после заболевания все-таки нужно через 6 месяцев смотреть уровень антител. Если уровень ниже того, который достаточен для защиты вас от повторного заболевания, а это может прокомментировать только врач, то, конечно, нужно повторно, вот через 6 месяцев, либо после заболевания, либо после вакцинации, сделав анализ на уровень антител и получив ответ у врача, что уровень антител снизился и он недостаточен для того, чтобы быть безопасным от заражения, нужно повторно прививаться обязательно. И в этом смысле никаких ограничений нет. Да? То есть человек может прививаться через каждые полгода, это абсолютно нормально. То есть здесь противопоказаний по количеству ревакцинации нет. По данным Роспотребнадзора, за последние 5 дней с 16 по 20 июля в Интинском округе выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время подтверждено 3 летальных исхода. На стационарном лечении в инфекционном отделении Интинской ЦГБ сейчас находятся 22 пациента. Амбулаторно, оставаясь в условиях карантина с подтвержденным диагнозом COVID-19, проходят лечение 36 человек. Под медицинское наблюдение взяты 47 жителей округа. Всего с начала пандемии в Инте зарегистрировано 773 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 680 человек. Официально подтверждено 35 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом. Лето – напряженная пора для предприятий и организаций коммунальной сферы. В Инте проводится масштабная реконструкция и модернизация сетей. Выполняются капитальные ремонты в многоквартирных домах. Управляющие компании готовят жилфонд к новому отопительному сезону. Еженедельно коммунальщики отчитываются о проделанной работе в администрации города. В ходе заседания штаба управляющей компании читались о проделанной работе по подготовке к новому отопительному сезону. Часть ЖЭКов уже подали необходимый пакет документов на проверку своего жилого фонда в Государственную жилищную инспекцию для оформления паспортов готовности к прохождению ОЗП. В настоящее время основное внимание обслуживающие организации уделяют промывке систем теплоснабжения, текущему ремонту кровель и поверке общедомовых приборов учета. Дополнительно мы планируем с 26 июля делать еще гидравлику. До 10 атмосфер, приобрели ручной компрессор. Затворы установили в нескольких домах для регулировки системы отопления. Асфальтирование провели, благоустройство холодным асфальтом Морозова 12, Мира 59. Счет пока не выставили подрядчики, точную цифру не могу сказать. На поверку отправлены приборы учета. Приобретены 2 новых прибора учета, будут заменены к отопительному сезону. Все выполнено. Закончили ремонт конька по Мира-1, 84 квадрата. 2 дома Мира-11, 22 там по примыканию, около 25 общей слой квадратов. Бабушкина 4, ремонт конька. Покос все сделали, и остальные мелкие работы в обычном режиме. Приборы учета.
2 прибора отправили на поверку, завтра 1 запускаем, Мира-22. Ход подготовительной кампании находится на контроле специалистов УЖКХ, а окончательное заключение о качестве проведенных работ предстоит дать межведомственной комиссии с участием представителей ГЖИ при оформлении паспортов готовности к прохождению ОЗП. До начала нового отопительного сезона остался месяц, а значит, управляющим компаниям необходимо ускорить сезонную подготовку своих домов. Насколько успешно в Инте реализуется проект по формированию комфортной городской среды? Какие дворы и общественные территории благоустроены и что планируется сделать в следующем году? Эти и другие вопросы обсудили члены Общественного совета на очередном заседании комиссии, в состав которой входят депутаты и лидеры общественных организаций, руководство города, специалисты жилищно-коммунальной сферы и отделов администрации. Напомним, муниципальная программа формирования современной городской среды была разработана для участия в реализации на территории Инты национального проекта «Жилье и городская среда». Финансирование осуществляется из разного уровня бюджетов – федерального, регионального и местного. Главным условием получения муниципалитетом средств на выполнение работ является активное участие жителей в выборе общественных и придомовых территорий для первоочередного благоустройства. В этом году по итогам голосования на единой федеральной платформе жителями Инты были выбраны тротуары по улице Куратова. На их благоустройство в 2022 году выделяется около 20 миллионов рублей. Специалистам УЖКХ, отдела градостроительства и земельных отношений поручено разработать дизайн-проект. Сейчас в Инте приводятся в порядок дворы. По инициативе жителей округа в программу на этот год вошли 8 придомовых территорий. С 11 июня по 10 июля принимались заявки на участие в отборе дворов на 2022 год. Поступило 3 заявки на участие в отборе дворовых территорий МКД по следующим адресам. Воркутинская, дом 6, Мира 33 и улица Куратова, 72. Напомню, что в 2017 году поступило у нас 13 заявок, в 2018 2, в 2019 4, в 2020 6 заявок и в 2021 3. Итого 28 заявок поступило за период с 2017 по 2021 годы. Заявки на благоустройство дворовых территорий по улице Воркутинская, дом 6, Мира 33, Куратова 72 соответствует требованиям порядка, утвержденного постановлением администрации от 18.08.2017 года номер 8.1676. Предлагаю включить заявки по адресам следующих МКД: улица Воркутинская, дом 6, Мира 33, Куратова 72, сводную информацию о заявках, поступивших по итогам проведения общественных обсуждений по критериям включения дворовых территорий МКД муниципального образования городского округа Инта в муниципальную программу МУГО Инта формирования комфортной городской среды. Члены общественной комиссии рассмотрели перечень придомовых территорий, которые необходимо отремонтировать в первоочередном порядке по критериям включения дворов в план благоустройства на 2022 год. Исходя из комплексной оценки, специалистам УЖКХ необходимо рассчитать сметную стоимость на все заявленные дворы. На сегодняшний день у нас 20 дворовых территорий. Это Воркутинская, дом 12, Мира 33, Мира 13, Бабушкина 3, Куратова 24, Куратова 41, Горького 10, Воркутинская 6, Куратова 72, Куратова 74, Куратова 64, Заводская 4, Дзержинского 21, Мира 23, Мира 21, Промышленная 12, Куратова 60, Дзержинского 21А, Дзержинского 1 и Мира 4А. В ходе заседания члены комиссии также рассмотрели предложения, поступившие от жителей Инты, который обратился с просьбой включить в перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, тротуары по улице Промышленная. Пешеходные дорожки находятся в неудовлетворительном состоянии. Покрытие разрушено на 40%. Практически по всей площади множество ям и трещин. Члены комиссии поддержали инициативу интинца и внесли данный объект в перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве. В Инте продолжается капитальный ремонт придомовых территорий. Из 8 дворов, которые будут благоустроены в этом году, в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды уже заасфальтированы 4. Сейчас бригада рабочих трудится по адресу Мира 35. Предприниматели, осуществляющие асфальтирование дворовых территорий, выполняют подряды с опережением графика. По объему асфальта, скорее всего, мы уже идем с горки, то есть половина выполнена. Именно по объему асфальта, не по дворам, а по объемам. Сделано Промышленная 18-20, сделано Мира 45, это самые большие дворы. Сейчас уже, наверное, дней 10 мы занимаемся на Мира 35, очень большой ручной труд. Здесь расширили площадку, расширили, то есть машинам, людям будет очень удобно заезжать, ходить. Вот. Сделали черновой слой, сделали откосы, сделали люки канализационные, подняли. Вот. Устанавливают бордюрный камень.
в принципе, уже выходим на основной вид асфальтирования. Данный двор находился в очень запущенном состоянии. Здесь были большие провалы и ямы. Жители не могли припарковать свой транспорт, нормально пройти. Поэтому на данном объекте проведена существенная подготовка к асфальтированию. Выровнены и засыпаны все неровности. В основном данные работы проводились вручную. Порядка 10 человек трудится ежедневно. Это ручной труд, а по технике это асфальтоукладчик, когда он по мере необходимости, виброкаток по мере необходимости. А асфальтные работы вот сейчас что подразумевает? Вот фарвей работает, машины, самосвалы. То есть сейчас вот на каждый день разное количество техники выезжает. Интинскому заводу под силу объема асфальта, который необходимо производить. Еще зимой на производственном объекте стартовали необходимые пусконаладочные работы. В начале июня асфальтный завод был полностью готов к запуску. Зимой были закуплены запчасти для завода. В апреле-мае были произведены регламентные работы по устранению недостатков. То есть большой объем был выполнен. Также в июне, в мае был закуплен материал, инертные материалы, щебень, песок, отсев. Вот. Сегодня у нас уже на станции НТА-2 уже пришла очередная бочка битума. Битум в этом году очень дорогой. Проблемы с поставками битума не только у нас, по всей стране, потому как весь битум идет практически на экспортную. Цена стала очень-очень большая. К непосредственному асфальтированию дворовой территории Памира 35 рабочие приступят через несколько дней. Напомним, что помимо промышленной 18-20, Мира 45-49 будет производиться благоустройство по адресам Куратова 16-18 и Мира 26. Также подрядчику необходимо продолжить ремонт тротуаров по улице Мира. На тротуары мы перейдем, наверное, параллельно. В августе перейдем на тротуары. В августе, наверное, числа 10-15 августа. Вот, все зависит от погоды. Вот. Ну, надеюсь, что в этом году мы справимся с объемом работы. Напомним, что ремонт тротуаров тоже выполняется в рамках программы формирования комфортной городской среды. Работы предусматривают асфальтирование и обновление уличного освещения, которое уже завершено. Ежегодно из-за москитных сеток в России гибнут сотни детей. Министерство внутренних дел по Республике Коми обращается к родителям несовершеннолетних позаботиться о безопасности своих детей и не оставлять их без присмотра. В теплую погоду малыши тянутся к окнам с москитными сетками, которые особенно опасны, потому что дети держатся за них, как за надежную опору. В полицию Инты поступило сообщение о том, что из окна жилого дома выпал ребенок. О несчастном случае заявила очевидица происшествия. В ходе проверки выяснилось, что 3-летний мальчик находился дома с родителями, братом и сестрой. Ребенок был в комнате один и играл с кошкой. Мальчик взобрался на сейф, который стоял у открытого окна, а затем на подоконник. Малыш облокотился о москитную сетку, которая не выдержала его веса, и выпал с высоты 4-го этажа на припаркованный у дома автомобиль. Травмированного ребенка госпитализировали. По данному факту проводится проверка. Семья, в которой воспитывается несовершеннолетний, благополучная, на учете в полиции не состоит. Сотрудники правоохранительных органов призывают родителей со всей ответственностью подойти к обеспечению безопасности своих детей и напоминают о правилах безопасности. Уважаемые жители города Инта, обращаем ваше внимание на то, что участились случаи падения детей из окон. Не обошла стороной эта беда и наш город. Многие родители забывают о том, что открытое окно может быть смертельно опасно для ребенка. Будьте бдительны, не оставляйте ребенка без присмотра. Если держите окна открытыми, вы рядом, но секунда, на которую вы отвлечетесь, может стать последней в жизни ребенка. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Дети опираются на них и выпадают вместе с сеткой наружу. Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно. По возможности открывайте окна сверху, а не снизу. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. Вставьте оконные решетки, но если вы установите решетку на весь размер окна, то должен быть способ быстро открыть ее в случае пожара. Интинцы открыли пляжный сезон. С наступлением жарких летних дней горожане стали больше времени проводить на улице. Спасаясь от палящего солнца, жители Приполярья устремились на несанкционированные пляжи, позабыв о мерах предосторожности во время отдыха на берегу реки.
Самые популярные и востребованные места у горожан – пляжи в районе Интинской ТЭЦ. К реке приходят целыми семьями, а родители с удовольствием берут с собой детей, невзирая на их возраст. Однако купание граждан в необорудованных должным образом водоемах – одна из основных причин гибели людей. В настоящее время в Интинском округе нет мест, пригодных для купания и отвечающих требованиям санитарного законодательства. Но это не останавливает ни детей, ни взрослых. Купаться здесь запрещено, потому что здесь опасно Где? купаться. Вот Опасно вы купаться. покажите хоть одну табличку. Где? Почему вы не ограничите это? Почему не ограничите ту зону на данный момент? Ограничение на данный момент зоны. Мы не можем вам запретить ту зону. нахождение Почему? здесь. Покажите мне хоть одну табличку, Да не где ругайтесь, купание запрещено. Пожалуйста, не кричите. Да я не Я с вами кричу. спокойно разговариваю. Да я вам Я еще пытаюсь раз донести. говорю, покажите хоть одну табличку. Сотрудники правоохранительных органов, Государственной инспекции маломерных судов, представители администрации, средств массовой информации регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на воде, снижение тяжести их последствий на охрану жизни и здоровья населения. На несанкционированных пляжах организовываются рейды. Взрослым и детям раздаются памятки. Проводим постоянно, на постоянной основе в теплую погоду, когда у нас люди начинают отдыхать возле именно воды. Вот. Граждане по-всякому относятся. Кто-то с пониманием, кто-то пытается спорить, ругаться. А запрещено купаться у нас по одной простой причине. Во-первых, здесь гидротехнические сооружения, возле которых купание запрещено. 250 выше по течению и 1000 метров ниже по течению. Вот. Об этом неоднократно выставлялись таблички, которые ломаются в результате у нас походов граждан несознательных. Родителям необходимо усилить контроль за своими детьми. Мамы и папы должны постоянно напоминать им об опасности игр на берегу реки. Особенно важно объяснять это подросткам. Отдыхающим взрослым возле водоемов следует воздержаться от употребления алкогольных напитков. Купаясь в неположенном месте, люди рискуют погибнуть, получить травму или подцепить какую-нибудь гадость вроде кишечной палочки, а также нарваться на штраф. Нарушение правил поведения на воде и небезопасное поведение у водоемов может стоить горожанам приличных сумм. Есть административное наказание от предупреждения до 1500 за купание в положенном месте. Также нахождение детей без присмотра родителей тоже в этих же суммах. Отдыхая у водоемов, не оборудованных в соответствии с требованиями безопасности, люди подвергают свою жизнь серьезной опасности. На дне реки могут быть глубокие ямы, острые предметы, строительный мусор, куски арматуры, шифера, камни. Также в воде могут содержаться болезнетворные бактерии. Чтобы отдых на природе не был омрачен, необходимо соблюдать правила безопасности на воде и требования властей. Любителям пикников с шашлыками стоит помнить о том, что на территории Интинского округа введен особый противопожарный режим. Запрещено использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня на территориях общего пользования. В соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность. В отделениях спортивной школы «Юность» идет активная подготовка к новому учебному году. Проводятся текущие ремонты. Самые масштабные работы запланированы в главном здании учреждения по адресу Лунина, 7 и в помещениях бывшей школы номер 1, расположенной по адресу Полярная, 18. Косметические ремонтные работы, покраска, побелка, штукатурка, приведение в нормативное состояние сетей и прочее производится силами сотрудников спортивного учреждения. На это будет потрачено порядка 200 тысяч рублей из внебюджетных средств спортивной школы. Ежегодно проводятся ремонтные работы по подготовке учреждений к новому учебному году. Состоят они из ремонта отопительного оборудования, систем водоснабжения. Также проводятся мелкие лакокрасочные работы. На летний период учреждение закрыто для посетителей, но интинцы могут воспользоваться футбольным полем, тренажерным комплексом и беговой дорожкой, которые расположены на улице. Здесь ежедневно до 22:00 открыт вход для всех желающих. Рядом на парковке в скором времени будет установлен автоматизированный шлагбаум. Его приобретение и монтаж обойдутся в 90 тысяч рублей. По программе безопасности это установка шлагбаума на стоянке учреждения. Также проводится на открытых спортивных площадках учреждения подготовка и ремонт покрытий. Это касаемо беговой дорожки,
спортивного поля футбольного. В спортивной школе «Юность» имеется свой плавательный бассейн, который является площадкой для проведения местных и республиканских соревнований. Следующий сезон принесет и новые изменения. Теперь здесь появится современное табло. Данное табло было приобретено заранее, стоимость его 224 тысячи рублей. Она соответствует требованиям для проведения республиканских соревнований и приобретено специально для наглядного отображения результатов спортсменов, а также проведения республиканского турнира. Монтаж табло начнется в самое ближайшее время. Экран будет показывать результаты заплыва по 6 дорожкам, финишное время, занимаемое место и фамилию спортсмена. Она полностью автоматизированная. Будет специализированное автоматическое место работника, которое будет вводить данные участников и с отображением автоматической формированием таблицы результатов. В зале бокса, где тренируются воспитанники данной секции, сейчас лежат доски. Это будущий пол. К новому учебному году здесь планируется застелить новое покрытие и покрасить его. В помещениях планируется из больших работ это замена пола в зале бокса. В бассейне замена табло. Не замена, а установка и монтаж табло на 6 дорожек. Ну и одним из тоже таких больших, это в связи с тем, что в учреждение передано бывшее здание АСОШ, мы организовали в нем 2 тренажерных зала. Они были привезены с восточной, зала капитальной, так скажем. Они уже готовы к эксплуатации. На днях, наверное, будем уже открывать эти залы для того, чтобы люди приходили и занимались в них. В июне спортивной школе «Юность» было передано новое помещение. В здании бывшей вечерней школы теперь будут заниматься интинские борцы и самбисты. Было принято решение назвать его Центром спортивных единоборств. На данный момент там находится зал вольной борьбы. Также зал для занятия самбо. Как уже упоминал раньше, 2 зала тренажерных. В дальнейшем планируется открытие фитнес-зала. Также будет размещен спортивно-управленческий персонал. На 3-м этаже этого здания также останется, как и было, общество знания. Здесь также проводятся косметические ремонтные работы. Помещение подготавливается к новому учебному году. 2 спортивных зала практически готовы, и с сентября здесь начнут тренироваться воспитанники секций вольной борьбы и самбо. За учебный год спортивная школа «Юность» заработала порядка 2,5 миллионов рублей, оказывая платные услуги населению. Большая часть этой суммы ушла на финансирование поездок интинских спортсменов на различные соревнования. Остальная часть – на текущее содержание и ремонт учреждения. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.